Болельщики хоккейного клуба «Строители» уже завтра смогут поддержать любимую команду не в формате онлайн, а как прежде на трибунах. Как накануне сообщал Юрган, глава региона Владимир Уйба внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Теперь зрителям разрешено присутствовать на всероссийских соревнованиях, проводимых на открытом воздухе. Разумеется, при условии соблюдения всех карантинных мер. С просьбой пустить людей на трибуны к главе Коми обратились сами болельщики. И Владимир Уйба инициативу любителей русского хоккея поддержал. Елена Кононова тоже сходит на Эжинский стадион. Они уже подшитые, перешитые, но они все равно теплые. Эдуард Поздеев готовит свои знаменитые хоккейные валенки. В них сыктывкарец за «Строитель» болеет не один десяток лет. Берет с собой и на выездные матчи клуба. Обязательно шапка, шарф, майка и, конечно же, термос с горячим чаем. Трескучий мороз для болельщика с 50-летним стажем не помеха. Главная – поддержка любимой команды. Тем более сейчас, когда глава региона Владимир Уйба пустил зрителей на трибуны. А вот первую домашнюю игру начавшегося года любители хоккея наблюдали из-за забора стадиона или же смотрели трансляцию в онлайне. Собирались в подвале, ставили ноутбук, выводили на большой экран и болели так. А как делать? Больше никак. Сейчас нас пустят на трибуну, мы будем рады. Болельщики «Строителя» больше не могли мириться с тем, как мимо них проходили все матчи сыктывкарского клуба. Ведь они не смогли воочию увидеть долгожданную победу над именитым водником. Поэтому болельщики и сам хоккейный клуб обратились к главе Коми с просьбой пустить зрителей на трибуны. Спасибо главе, потому что он пошел навстречу. Это очень, скажем так, яркий пример ручного управления. Да. То есть проблема, и есть возможность решить, почему бы ее не решить в кратчайший срок, без всяких рассусоливаний. Обратились, пожалуйста, хотите на трибуны, есть эта возможность, разрешено требования Санпина, проходите. Спортсмены говорят, болельщик – это 12-й игрок команды. Эмоциональная поддержка, которая исходит от трибун, игроков гонит вперед. Поэтому сами хоккеисты тоже с нетерпением ждут своих фанатов и приготовились их встретить с соблюдением всех карантинных мер. Все необходимые рекомендации Роспотребнадзора мы будем неукоснительно выполнять и по соблюдению расстояния между болельщиками и все остальные рекомендации, это в том числе и фильтры, это измерение температуры, все будем также контролировать и выполнять. 13 января болельщики с флагами и речевками опять выйдут на трибуну, чтобы поддержать наших хоккеистов в игре с командой «Старт» из Нижнего Новгорода. А хозяева поля, так сказать, в знак благодарности за неравнодушие и преданность «Строителю» приготовили для них подарки. Елена Кононова, Роман Боровиков, Олег Юшков, телеканал «Юрган».